Всем привет, дорогие друзья! Давно уже мы не собирались на кухне, давно уже не готовили. А сегодня я все-таки решилась. Погода у нас не очень-то и теплая, похолодало. 8 градусов сегодня вот было. Но мы вот потом сегодня решили что-нибудь сделать. Будем делать так, значит, из лаваша рулет с мясом. И будем готовить это все в духовке. Ну и я тоже, друзья, поздороваюсь. Давно тоже действительно на кухне не сидели, не говорили, не болтал я за камерой, за кадром на кухне. Да, действительно, сегодня Маша будет готовить мясные рулетики. Но мы упростили задачу, как есть у нас видео, где из теста оленевые пельмени, или там сколько их там названий только нам не подсказали. А сегодня взяли просто лаваш. Такой более простой вариант. Если вам надоели лепить пирожки с мясом, пожалуйста, вот такой вариант. Посмотрите, и что будет. Так, здесь у нас, я буду проговаривать моменты, сколько в граммах. Здесь у нас 400 граммов свиного фарша, если не ошибаюсь, или не свиного? Да. Свиного, да. Можно, конечно, и телятину тоже. Так, добавляем по вкусу соль. И дальше у нас такая, нам очень нравится приправа для плова. И немножко вот эту приправу для плова мы обязательно сюда фарш добавим. Вот. И одно яйцо. Вот так. Все это сейчас перемешаем. Действительно, на улице у нас очень-очень холодно. Нужно ходить именно в теплой куртке, в теплых штанах, и даже ноги мерзнут. Вчера выходил, и Маша вчера выходила, еще сорняки там дергать, и действительно руки мерзнут. Вот осенняя погода. Вчера был сильный ветер. Северный ветер. Сегодня вроде бы как бы и не такой ветер, но все равно холодно. Очень холодно. Ну, пока я болтаю, друзья, Маша... Фарш я, значит, уже все размешала. Яйца, соль, приправу добавила. Больше ничего не буду сюда класть. Очень быстрый рецепт. Быстрый, на скорую руку. Но, уверяю вас, это очень вкусно, друзья. Вот так. Маша, как всегда, пробует сырой фарш. Многие зрители сказали, что сырой фарш нельзя пробовать. Многие зрители написали, что всегда пробуем. Многие зрители сказали, никогда не можем пробовать, как и я, собственно говоря. Вот такого размера у нас лаваш. Лаваш лежал согнутыми, но это не наша вина, конечно, уже. Немножко порвался, так сказать, лаваш. Так, проговаривай давай, Маша, что у нас здесь? Ну, мажем сливочным маслом. Растопленное сливочное масло. И вот этот первый лист лаваша мажем сливочным маслом. Намазали маслом. Дальше сюда буду класть сыр. Пропускаем немножко сыра через терку. Ну тут у нас вот 200-граммовый брусок, да, 200-граммовый. Я не знаю, сколько понадобится, просто на размер лаваша. Сейчас это все быстренько распределим и потом дальше пойдем. Слишком много не надо. Ну, я думаю, вот этот сыр, он очень придает сочность. Снаружи-то это будет хрустящая корочка, а вот снутри это все будет сочненько очень даже. Вот так. Ну, вот это все в самый раз. Ни много, ни мало. 1/3, короче, от этого ушла у нас. От 200-граммового бруска. Сверху кладем второй слой. И тоже мажем маслом сливочным.
Фарш тоже распределяем, как бы не слишком толсто, не слишком как бы тонко, в самый раз, чтобы было. Если там останется, всегда есть в запасе другой лаваш, можно быстренько завернуть пирожочек такой и еще раз сделать. Но мы сделаем сегодня один рулетик такой, для нас двоих это более чем достаточно. Можно, конечно, сюда и зелень добавить, но мы, наверное, не будем добавлять. Так что, как Сережин, у нас не очень-то и, наверное, нравится. Да? Ну, зеленый лук не очень. Укроп был, да, но укроп у нас еще очень мелкий. А зеленый лук не люблю я вот в таких там фарше. Некоторые кладут там котлеты, да, еще что-то. Ну вот не нравится мне это. Укроп был добавил, но укроп еще не у нас очень-очень маленький. Вообще маленький еще. Ну, вроде как распределили все. Так, а теперь будем все это заворачивать. Все это будем заворачивать в рулетик. Как уже говорил и на прошлых видео, не спеша все это делаем. Не спеша. Плотненько, не спеша. Спешить некуда, говорят. Вы много, ну, как бы, воды льете. Ну, мы, друзья, показываем, как вот все это дело, весь процесс. Немножко разговариваем, конечно, ну, не без этого. А как потом без общения? Давай. Он Машенька аккуратно все заворачивает, такой рулетик такой. Правильный рулетик получился, классный. Вообще. Идеальный. Идеальная колбаса, начиненная фаршем. Колбаса из лаваша, начиненная фаршем. Так, противень. Противень, друзья, немножко наверное, или не будем даже смазывать. Даже вот так у нас лаваш как бы в длину получился. Так, беру ложку молока. И сюда же буду добавлять желток яйца. И этим сейчас будем все это смазывать. Духовка у нас уже готова. Так, 180, поставила на 180 градусов. И все это сейчас отправляем на 20 минут в духовку. Сережа засекает время. Вот. Таймер включен. И подождем. Так, у нас время подошло, 20 минут прошло. Вытаскиваем. Ух ты, аромат дома, друзья, стоит. Ух, прям. О, смотрите какая. О, вот это да, вот это рулет. Но он еще не готов, друзья. Не готов. Смотрите, что еще. Опять намазываем.
яично-молочным смесям. Да. Так, разрумянился у нас, это очень красиво. Ой, вообще. И это аромат такой вкусный. Прям сразу аппетит разыгрывается. И вот сюда я еще кладу потом сыр. А, сверху еще вон сыр идет. А я думаю, что такое тягучее потом сверху еще? Оказывается, сверху еще сыр кладешь. О, вот такой момент. Вот такая простенькая вкуснятина будет у нас к чаю сегодня. Отправляем на 15 минут. Еще, друзья, на СПА-процедуру не закончены, еще на бис. На бис отправляется наш рулет в духовку. Тем временем мы подождем. Сейчас поговорим немножко, друзья, это самое. Знаете что? Я вот сейчас, Маша целую неделю занималась на огороде. Целую неделю. Мокрицы очень много вышло. Вот, и все грядки пришлось целых 5 дней, целую неделю я чистила грядки. А уже у нас можно уже окучивать. Наверное, завтра будем уже окучивать. Уже картошка как бы, чем больше ее разрыхляешь, тем быстрее она идет в рост. Вот. Ну и также в парнике у меня проблемы, вечные проблемы с этими проволочниками. Вот я и хотел сейчас немножко перебью. Расскажи, что за беда у тебя в парнике, в теплице тоже. Я не знаю, там меня, наверное, эти проволочники будут скоро кушать, скушают тоже вместе с огурцами, так как в прошлом году как бы более-менее было не столько много проволочников, а в этом году развелось там куча мала. Я уже по 3-му разу сажаю огурцы. Ике копалась там, воевала с этими проволочниками. Проволочники в прошлом году вроде бы не так много было, а в этом году вообще слишком много. У нас время подошло. Вытаскиваем. Ну, это уже у нас готовый рулет, друзья. Сейчас немножко, пускай подостынет, такой готовый рулетик. Немножко подостынет, а потом будем разрезать и проверять на вкус, что и как там получилось. Вот так. И, естественно, сейчас будем снимать пробу. Снимать пробу. Мы уже, он горячий был, немножко, о, там, прослойка. Свинина, она как-то прям растворилась в этом рулете. Немножко сверху такая хрустящая корочка, но это только вкус придает. Это сырная корочка такая. Маша пробует. И какой? Мне понравилось, вкусно. Получился очень сочный, вкусный. Мне очень понравилось. Вот так. Кому не хочется лепить долго пирожки с мясом, пожалуйста, заворачивайте такие рулетики и вот на такие кусочки разрезайте. Это все быстро, вкусно, аппетитно, сочно. Сыр внутри растаял, и он придает очень сочно. Дальше свинина сама пустила сок, свиной фарш, и тесто пропиталось, ну, этот лаваш пропитался вот свиным таким ясным соком. Я все правильно, Маша, это самое говорю? Ну, в принципе,
такой вкус и есть. И очень такой сочный вкус будет. Мне понравилось очень. Так что можно так делать. Советуем да. Так делать. Это на быструю руку. Я думаю, сейчас бабушкам, дедушкам, внуки, внучки приехали там в гости, там еще что-то, на даче там. И это организовать, если нету там, например, лень с тестом возиться, потому что жарко, и еще что-то такое там, в печке, да, что-то выпекать там, ну, имеется в виду. Лаваш можно на сковородке пожарить, а можно и, как мы, в духовке. Ну, это на скорую руку. Очень быстро делается и очень легко. Вот такой рулет. Так что советуем приготовить. Так, ну и все. В принципе, Маше понравилось. Я буду сегодня уже на камеру не буду пробовать, но я Маше верю и знаю, что это вкусно. Все. Всем пока, друзья. До новых встреч. И встречайте рассветы, как говорится, и пускай всегда они будут у вас добрые. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Ческид. Ческид значит вкусно.